мы с вами находимся в Сыктывкарском госуниверситете. Структура университета, начиная с этого года, институтская. Один из крупных институтов, точнее, самый крупный институт в Сыктывкарском госуниверситете на сегодня – это Институт точных наук и информационных технологий. С учетом направлений, добавившихся к нам от педагогического института, у нас обучается порядка 1200 студентов. Это внушительная цифра. И мы готовим по следующим направлениям бакалавриата. Это математика и компьютерные науки, прикладная математика и информатика, радиофизика, прикладная информатика, информационная безопасность и техносферная безопасность. Также мы набираем на программы магистратуры. Магистратура, соответственно, это второй уровень образования, и у нас два направления. Это физика, профиль информационные процессы системы, и математика и компьютерные науки, математическое компьютерное моделирование. Количество бюджетных мест на программы бакалавриата, соответственно, 23 бюджетных места на прикладную математику, информатику и математику и компьютерные науки, а на остальные направления бакалавриата, которые я озвучивал, 25 бюджетных мест. Таким образом, 146 бюджетных мест в Институте точных наук и информационных технологий в эту приемную кампанию имеются, и ребята имеют возможность поступить к нам на учебу. Почему столько бюджетных мест, можно задать вопрос. А потому что направления, по которым осуществляем подготовку, они относятся к числу приоритетных направлений развития экономики Российской Федерации и Республики Коми. И государство таким образом дает нам сигнал, так сказать, что вот инженерные кадры, информационные технологии, безопасность, соответственно, вот эти вот направления. Здравствуйте. Вы поступаете? Да. Какое направление у вас интересует? Атмосферная безопасность. Пишите, я вас сейчас пропишу. Спасибо. Что-то еще день. Вступительными испытаниями являются русский язык, математика и физика. ЕГЭ соответствующие сданы. Да. Баллы выше, чем минимальная пороговая. Да. И, соответственно, колеблешься между чем-то и чем-то. Да. Два из этих направлений, соответственно, Институт точных наук, а геология – это Институт естественных наук. 6 лет назад мы открыли специальность защита в чрезвычайных ситуациях, которая потом, в общем-то, перешла в направление, которое называется техносферная безопасность, которое мы и обсуждаем. Так вот, это направление было открыто не по, в общем-то, не нашей инициативе, а по инициативе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Коми. То есть был, собственно, запрос от министерства, в общем-то, проработав его, мы открыли это направление. Радиофизика – это второе направление. Соответственно, радиоэлектронщики, электронщики заканчивают, специалисты, которые с железом любят возиться, с сетями. Направление тоже очень интересное, оно относится, если техносферная безопасность и информационная безопасность – это такие прикладные вещи, да, с безопасностью связанные, то радиофизика – это фундаментальная вещь. И, в общем-то, ребята там очень хорошо занимаются наукой, начиная со второго курса, второй, третий, четвертый курс. Уже ездят на конференции, и причем конференции не республиканского, а международного уровня. В этом году, например, у нас один студент-радиофизик на Всероссийской олимпиаде студентов-радиофизиков взял первое место. То есть вот вам уровень подготовки специалистов-радиофизиков. Равно, кстати, как и специалистов, ребят техносферной безопасности. Там тоже на всероссийских конкурсах дипломантами являются. А также вот эта радиофизика тем интересна, что вещи-то тоже такие, знаете, как за 20 рублей собрать какое-то устройство, да, которое в магазине стоит несколько тысяч рублей. То есть, вот такие вот навыки получают. Мы поднимаемся, в общем-то, в лаборатории Института точных наук и информационных технологий, в компьютерные лаборатории. Сейчас мы просто по факту посмотрим, что есть. На всех направлениях без исключения, ведь нет,
очень серьезное внимание уделяется подготовке именно компьютерной, IT, информационной технологии. Мы набираем по 6 направлениям ребят, точнее не набираем, а предлагаем ребятам. Они учатся и получают, в общем-то, сертификаты, например, 1С специалист. Ну, вот, 2 месяца интенсивного обучения, 6 направлений. И ребята учатся, получают эти сертификаты и опять же трудоустраиваются. Я вот говорил, что у нас со 2-го курса, в общем-то, ребята уже подключаются к проектам, в которых участвуют. И по результатам, по успешным результатам их выполнения на работу устраиваются. У нас принцип формирования вот этой материальной базы, компьютерной базы следующий. Сначала все самое современное остается сюда, а потом уже ниже спускается там, на кафедры, там, в другие структурные подразделения. Поэтому здесь всегда самая современная техника. У нас все компьютеры по университету, а университет у нас он распределенный, это там порядка 10 корпусов, все соединены в сеть, единую управляемую. И, тоже вот, там, как факт, самая крупная корпоративная сеть в Республике Коми в Сыктывкарском госуниверситете. Вот в этом коридоре, который темный сейчас, поскольку отпускная пора, да, но тем не менее там лаборатория физического практикума. Раньше она называлась радиоконструкторская, а сейчас она называется научно-производственная. В ходе практики они также ознакомливают существующие элементы базы, которые есть, и так далее. А в результате этой практики они на выходе чего могут собрать, например? В результате этой практики, дается либо стандартное задание, есть стандартные схемы, которые более всего подходят для освоения методики монтажа. Не, я имею в виду, они реальную вещь какую-нибудь. Второе, они паяют реальную вещь. Например? Стандартная схема — это многоканальный коммутатор нагрузок. Грубо говоря, его можно применить как елочную гирлянду и так далее, и так далее. Устройство управления елочной гирляндой. Либо свою какую-нибудь схему. В прошлом году, к примеру, ребята паяли разные схемы. Кто-то паял стандартные схемы, а кто-то даже у меня одна студентка паяла терминбокс. Паш, на какие специальности подал документы в Сыктывкарском госуниверситете? Подал я на техносферную безопасность, геологию и радиофизику. Будущую свою профессию, кем видишь, где хотелось бы работать? Хотелось бы попасть в структуру МЧС. Изначально я проходил комиссию в Питерский государственный МЧС. И так получилось, что комиссию я не прошел, и после этого стал рассматривать другие варианты. Паш, тебе сегодня посчастливилось осмотреть базу университетскую, тебе провели небольшую экскурсию, как оцениваешь вообще? Да, мне очень понравилось, все доступно, в простой форме и понятной. Буквально весь университет осмотрели, представили нам лаборатории и остальные кабинеты. В общем, вуз мне понравился. Уровень образования, я думаю, здесь достаточно высокий.